Написать аннотацию к статье, проанализировать огромные архивные документы. Раньше у исследователей на это уходили месяцы, а то и годы. Сегодня искусственный интеллект может все это сделать в один клик. Но сможет ли машина заменить человека в лаборатории? Организаторы уверены, нет. Главная задача – научить ученых правильно использовать этот цифровой инструмент. В стенах Югостинского научно-исследовательского института имени Ванеева прошла лекция «Искусственный интеллект в науке». Мероприятие состоялось в рамках образовательного проекта «Популярная наука». Главная цель – показать научному сообществу республики, как автоматизировать ежедневную рутину и ускорить прорывные открытия. Искусственный интеллект сегодня так быстро входит в нашу жизнь, причем не только в науку, не только в образование. Вообще, вот, допустим, человек интересует какой-то его вопрос, он задает вопрос кому? Алисе, да, или там с гигачатом часто уже пользуются. И сегодня просто не знать, что такое искусственный интеллект, не пользоваться им, это уже даже, мягко говоря, не модно. Делиться опытом в Южную Осетию приехала ведущий российский специалист, кандидат технических наук Ольга Атаева, старший научный сотрудник Федерального исследовательского центра «Информатика и управление РАН» и автор свыше 100 научных публикаций, подробно разбирает тренды, которые сегодня перестраивают мировую науку. Но прогресс не стоит на месте, и в любой области сейчас применение новых инструментов только ускоряет и повышает качество работы. Поэтому мы уже не в будущем, он уже с нами. Поэтому это важный вопрос. Я буду рассказывать о применении искусственного интеллекта в научных исследованиях, а в частности выделять задачи, в которых он может сыграть положительную роль и обсудить проблемы и задачи, в которых человек остается на первом месте. Лекция вызвала живой интерес у аудитории. В зале не только ученые, но и студенты. Интерактивный формат позволит задавать слушателям интересующие их вопросы. Неподдельный интерес, живое общение и новые знания. Мероприятие доказало, что цифровое будущее уже наступило, и наука готова к его вызовам. Стелла Бязарова, Давид Туаев, Зарина Татаева. Информационный выпуск сегодня.